Недавно мы вспоминали и праздновали великий праздник Вознесения на небо Господа нашего Иисуса Христа. И вот перед этим событием Христос говорил своим ученикам: «Я иду, чтобы умолить Отца Моего, который пошлет вам иного Утешителя Духа Святого». И это совершилось через 10 дней, когда Дух Святой в виде огненных языков сошел на святых апостолов и учеников Господа нашего Иисуса Христа. И вот так родилась Церковь Христова Вселенская, единая, святая, соборная и апостольская. Но вот сегодня мы вспоминаем праздник всех святых в земле российской просиявших. Прошлое воскресенье мы всех святых праздновали и вспоминали, что совершил Дух Святой, который сошел на святых апостолов и учеников, и что совершили апостолы, призвав всех людей к Царствию Господа нашего Иисуса Христа. А сегодня мы вспоминаем святых, наших земляков, наших родных по плоти, наших членов святой нашей Церкви Русской, о том, что они так возлюбили Господа Иисуса Христа, послушали проповедь и призвание Спасителя, который говорил: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Господь говорил: «Кто хочет идти за мной, откажись себя, возьми крест свой и иди вслед за мной». И вот эти люди, герои нашей церкви, нашей страны, нашего народа, услышали эти призывы Господа Иисуса Христа и пошли за Господом, и стали действительно святыми. Кто такие святые? Это избранные, говорит апостол Павел. Это люди, которые услышали проповедь Христа и пошли за Ним, которые боролись с собой, которые боролись со своими грехами и страстями, которые исполняли заповеди Божии, именно те, которые сегодня читались на божественной литургии. Это были и плачущие, это были и нищие, это были страждущие, это были миротворцы, это были изгнанные за правду. Это люди, которые посвятили себя на служение Богу, на служение Церкви, на служение Господу Иисусу Христу. Это люди, которые действительно хотели стать членами Царства Небесного. И вот они в нем что вменили? Земные блага, земные наслаждения, земные счастья земное. Они действительно избрали блаженство, высшее счастье жизни с Господом Иисусом Христом в Его Царстве. И вот они показали нам пример. Они показали пример веры, надежды и любови. Они возлюбили Господа Иисуса Христа. Они возлюбили Его страдания и сами страдали. Они, подражая Господу, терпели, потому что Христос терпел и сказал: «Претерпевший до конца спасен будет». И они терпели и гонения, и голод, и жажду, и тюрьмы, и беды, и даже убийство ради Господа Иисуса Христа и ради вечной жизни в Царстве Божьем. Посмотрите, кто это такие святые. Многие из них были неграмотные, многие были очень умные, многие из них были нищие, многие из них оставили все и пошли в пустыню, в монастыри, в пещеры, в леса, и там наедине с Богом, с природой совершали свое спасение, созидая в себе Духа Святого и готовя себя к жизни в Царстве Божьем. Это были те герои нашей страны, нашего народа, нашей Святой Церкви, которые прославили и стали действительно любимцами у Бога и у нашего народа. Потому и Русь стала свята, благодаря святым, память которых мы сегодня совершаем. Да, много есть в нашей земле грешников, много есть нарушителей закона Божьего, но, слава Богу, есть и много святых, которые своей жизнью, своими делами прославили Бога, прославили нашу церковь, наш народ и нашу страну. Дивен Бог во святых своих, Бог Израилю.
Он дивный, потому что Он творит через святых Своих чудеса. Он творит и творил, и творит, и будет творить дальше, потому что Он, Бог, дивен во святых Своих. И они подчинились Ему, покорились Ему, стали святыми благодаря своему послушанию. Они, подражая Господу Иисусу Христу, который послушным был Богу и Отцу аж до смерти, стали послушными Господу Иисусу Христу. Что у них самое главное было? Это было действительно послушание, послушание Богу, смирение, которое они проявляли в исполнении заповедей Бога. Это были люди, которые не обижались ни на кого. Это люди были, которые слушались Господа Иисуса Христа и которые действительно стали святыми. Мы сегодня радуемся, что наша церковь, наш народ, который однажды когда-то услышал проповедь апостола Андрея, а потом был крещенный князем Владимиром и другими проповедниками, миссионерами нашей церкви, они так возлюбили Бога и своей любовью как бы воздали за тот великий дар Божий, который Господь нам даровал. Может быть, поэтому наша страна действительно великая, счастливая страна, которую не любит весь мир, но которую любит Господь наш Иисус Христос, и которая прославляет Бога, как никто другой, как никакой другой народ, которого в руках, а может быть даже на их земле, Христос и родился, Христос и пришел, и проповедовал, и много есть там святынь, но так, как здесь, в нашей стране, любят Бога люди, я бы сказал, что нигде и никто. Потому что действительно наши люди возлюбили Господа Иисуса Христа. Не думайте, что это люди святые, которые только уже там, в ином мире. Нет. Они и тут сегодня есть, они в каждом храме есть. Это люди смиренные, это люди терпеливые, это люди чистые душой, совестью, телом. Это люди, которые слушаются Господа Иисуса Христа и которые не на словах только называются христианами, а в жизни своей христианами. И которые действительно всю жизнь проводят согласно заповедям Божиим. Я радуюсь сегодня, что наша церковь, наш народ воздал Богу за Его благодеяние великим даром теми людьми, которых мы сегодня называем святыми. Наш дар Богу так возлюбила наша страна Господа Иисуса Христа, что тысячи людей, наших земляков и родных по плоти, стали святыми. И не только они сами святыми стали, они претерпели гонения и беды и войны, но они еще и разошлись по всему миру и стали проповедниками Господа Иисуса Христа. И они, благодаря им, людям, которые уходили в другие страны, и которые там строили маленькие часовни, храмы, ставили кресты, приносили Евангелие, читали, молились и просвещали тот народ, куда они попадали судьбой своей земной жизни. И благодаря нашим людям множество людей по всему миру стали знать Господа Иисуса Христа, стали христианами. Хотел бы всех нас поздравить с сегодняшним праздником. Многие из нас сегодня именинники, многие из нас сегодня радуются, что у них есть такие молитвенники небесные, которых память сегодня церковь наша совершает. И хотел бы всех нас попросить им подражать, также терпеть гонения, беды, болезни, неприятности, как они, также любить Господа Иисуса Христа, как они, такими же быть добрыми, верными, чистыми, исполнителями Евангелия, как были те святые, память которых мы сегодня совершаем. Это наша задача, это наша цель земной жизни. Все пройдет, но если мы станем святыми, если мы войдем в Царство Божие, вот это будет самое главное достижение нашей жизни. И к этому надо стремиться всем, и этого надо искать. Ищите же прежде всего Царства Небесного и правды Его, все остальное приложится вам, сказал нам Господь наш Иисус Христос. И это нужно делать.
хотел бы сердечно всех поздравить с праздником. И, конечно, я хочу признаться, что был вот неделю, даже больше немножко, 10 дней у Спиридона Тримаконского, у святителя. Я там трижды служил и причащался. 5 раз читал акафист за всех вас, молился каждый день, почти там был в храме. Я оттуда привез и масло мира от освященного, лично ложил на мощи святителя Спиридона. И сейчас мы вас всех помажем этим миром, чтобы никто из вас не болел. Вы знаете, что это действительно величайший святой своего времени, но он и сегодня святой. И в честь его в Королеве мы построили храм, и предел в храме посвятили Спиридону. И мы чувствовали всегда его помощь. Он очень помогает бедным, нищим людям. И вот я привез оттуда по иконочке, каждый из вас получит. Помолитесь святителю Спиридону перед этой иконой, тоже освященной на его святых мощах. И я верю, что если какая-то есть беда, болезнь, неприятность, Спиридон поможет своими святыми молитвами, скажет Господу Иисусу Христу, другу своему, как написано в его житии, что Бог у него был другом, и что он не скажет, все исполнялось. Даже мертвых воскрешал, воду останавливал, что только никакие чудеса он не совершал, особенно на Первом Вселенском соборе, когда он доказал, не умея говорить хорошо, с философами спорить, но он взял в руки кирпич, помолился, прижал этот кирпич руками своими, вверх пошел огонь, вниз потекла вода, а в руках у него осталась глина, земля, с которой сделан кирпич. И вот он говорит, если в этом одном кирпиче 3 стихии, огонь, вода и земля, вот точно так же и наш Бог один, но троичен в лицах, Отец, Сын и Святой Дух. И я думаю, что святитель Спиридон сегодня возрадуется, услышав наши молитвы, и поможет каждому из нас. Сейчас батюшки будут помогать нам это делать, а вы не спешите. Вот, и получите, помолитесь, и получите здоровье, счастье и благополучие от Господа по молитвам святителя Спиридона. С праздником всех вас! Причастники, слушаем молитвы, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Так, вы не спешите, станьте сюда назад, приходите туда, вот так. Слава